بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Мухаммаду وعلى آله وصحبه أجمعين. Отношение ислама к женщине, оно не сегодня сформировалось. Было время, когда до ислама еще среди арабов практиковалось такое отношение к женскому полу, что в детстве арабы живьем хоронили своих девочек. Ислам в свое время, с приходом ислама, этот адат был запрещен со всех сторон. Ислам обязал чтить женщину, уважать ее как мать, во-первых, уважать ее как сестру, уважать и заботиться о ней как дочери, как жену. Со всех сторон, в каждом статусе ислам обязывает мужчин относиться достойно к этой женщине. В хадисе пророка алейхиссалям говорится, что мужчина обязан в 3 раза больше относиться лучше к своей матери, чем к своему отцу. Только в 4-й раз пророк сказал, сделал васият, чтобы он уже сын чтил отца, в 3 раза больше мать. Соответственно, отношение к сестре, тот, кто будет чтить, уважать и как-то смотреть за своей сестрой, ему воздастся раем, хадис такой есть. То же самое, кто воспитает 3 дочерей, достойных мусульманок, выдаст их замуж. Когда его переспросили о 2 и 2, когда переспросили одну девушку, сказал, и одну тоже. Соответственно, Аллах воздаст ему раем. Отношение к жене, то же самое. Лучший из вас, кто лучше относится к своей семье, к своей жене. То есть со всех сторон мужчина должен дать ей достойное, уважительное отношение. И на основе этого уже строить свои взаимоотношения с этим женским полом. То, что сегодня практикуется в мире, то, что сегодня, какое отношение сегодня к женщине, да, пытались, вообще человечество в последние века пыталось как-то до этого как-то унизить женщину, потом ее как-то приравнять, потом дать ей статус больше. Ислам во все времена придерживался золотой середины. Женщину нельзя унижать, ее нельзя слишком продвигать вперед, опять приравнивать к мужчине. Потому что ее функция, она отлична от функции мужчины. Ее задача, она отлична от задач мужчины. Она сотворена для того, чтобы, как говорится в Коране, сотворена из ребра Адама. Это самое близкое ребро к сердцу мужчины, которое защищало его в свое время, которое было самое близко к сердцу. Соответственно, женщина, она самый близкий человек каждому мужчине, и если она выполняет эту функцию, давайте другую задачу ей ставить. Ну, соответственно, мы ее уже используем не по той цели, для которой она была сотворена Всевышним Аллахом Аззаваджаль. Поэтому сегодня пропаганда того, что она должна быть как-то выше или должна быть приравнена к мужчине, у нее есть свое место, своя ценность, которую никто не заменит ни в коем случае. И знать и понимать ее ценности и ее место должен не только мужчина, женщина сама тоже должна знать, для чего она сотворена, какая ее цель в этом мире. И реализуя эту задачу, достичь довольства Аллаха. Именно через этот путь, а не другими путями. Мужчина сотворен как руководитель, который обеспечивает жену и семью, он добывает, он распоряжается, он защищает, защитник. Вот все эти функции, они лежат на мужчине. И попытка какие-то функции переложить на женщину, которая должна просто поддерживать мужчину, как-то успокаивать его, как-то создавать уют ему, сердечный, домашний, является огромной глупостью, человеческой глупостью. Потому что хрупкая,
ласковая, нежная женщина, давать ей нагрузку, мужскую нагрузку, делать из нее защитницу, делать из нее добытчицу, ни в коем случае неразумно. Поэтому все эти пропаганды, они не являются полезными ни для женщин, ни для мужчин, и в общем для общества. Если сказать, что сегодня время поменялось, сегодня мир по-другому устроен, современность, реальность какая другая, но от этого суть человеческая не меняется. Да, мы можем сказать, что время поменялось, как-то по-другому смотрят, нет. Сущность человека, одного личности, она всегда остается та же самая. Вот та сущность, которая заложена Всевышним Аллахом в этом человеке, она сохранилась. Да, окружающий мир как-то меняется, взаимоотношения пытаются по-другому их разукрасить, но в любом случае муж остается мужем, жена остается женой. Даже если нет мужа, жены, есть мужчина, есть женщина. Эти взаимоотношения, они остаются. И суть, она не меняется, потому что Аллах в них заложил эту суть. И если эти взаимоотношения строятся на тех правилах, которые нам принес ислам, соответственно, мы в этом выигрываем и находим правильное решение. Если мы пытаемся как-то самовольничать, придумать какие-то новые правила, но человечество прожило столько тысяч лет в этом мире, как минимум, как нам говорят историки, и, соответственно, выработал какую-то методику взаимоотношений. Даже если мы посмотрим на историю наших отцов, прадедов, как они жили, что они делали, хотя времена были другие, сложности были другие, но ошибки, которые люди делают, они очень одинаковые. Если мужчина не обеспечивает, например, возьмем пример, простейший пример, сегодня очень развитый, мужчина не обеспечивает семью достойным образом. Соответственно, этот пробел начинает восполнять женщина как-то. Она пытается восполнить этот пробел, идти на работу или как-то зарабатывать, или торговать чем-то. И, соответственно, поток этой финансовой части, когда он приходит в дом, он занижает уровень того руководства мужчины, который должен был быть. То есть она автоматом начала с ним идти в одинаковом поле обеспечения семьи. И, соответственно, у нее уже появляются требования к распоряжению этого имущества, управлению этим имуществом. И тот управленческий статус, который должен был у мужчины, он занижается. Это не зависит от времени, это не зависит от национальности. Это просто есть мужчина, есть женщина, есть семья. Соответственно, и другие полномочия. Если мужчина их не выполняет до конца, и женщина начинает их на себя брать, соответственно, меняется статус мужчины в семье, меняется статус жены в семье, которая должна была слушаться, просто наводить порядок в доме. Она начинает управлять этим имуществом, распоряжаться, указывать мужчине, как это делать или как не делать, и идет разлад. Мужчина в свое время, в свою очередь, начинает уже не терпеть это, что как эта жена управляет, и начинается уже коллапс. Или же мужчина ломается, он идет под женщину, и опять же нету того авторитета, который у него должен был быть. Это в дальнейшем идет отражение на детей, которые видят взаимоотношения отца, матери, кто управляет, кто старше, кто заведует, кто не заведует. И в дальнейшем уже дети получают отрицательный пример от своих родителей. Что такое семья? Вот эти ошибки, они повседневно, они везде, в любом государстве, в любой национальности, в любом месте есть, одинаковые они. Соответственно, если мы сегодня придерживаемся норм ислама, который нам четко разъяснил, кто что должен делать, почему он это должен делать, для чего он это делает. Если мужчина является управленцем семьи, он обязан по исламу обеспечивать жену, семью. Если он это не делает, он нарушает законы Всевышнего Аллаха. Жена, которая живет с мужем, она обязана сохранять его имущество, быть верной ему и по мере ее возможностей делать все, чтобы в ее семье было хорошо и мужу удобно и комфортно. Искать довольство своего мужа и довольство Всевышнего Аллаха. Если это нарушается, нарушается семья. Нарушается семья, нарушается общество.
Поэтому эти примеры у нас в Среднекавказье присутствуют. У нас в Ингушетии, если говорить о сегодняшних реалиях, в неделю вот обращение к нам муфтият по именно таким семейным проблемам взаимоотношений мужа и жены где-то процентов 40, как минимум. Это те дела, которые уже, те споры, которые доходят до муфтията. Очень много споров, которые решаются на уровне родственников. Если не получается на уровне уже имамов сел, если не получается, то уже доходит до нас третий этап, крайний этап, который уже не смогли примирить их, ни родственники не смогли примирить, ни алимы населенных пунктов не смогли примирить. Тут уже приходится ставить точку в этих взаимоотношениях, как-то конкретизировать, что каждый должен делать для того, чтобы этот скандал или этот спор дальше не развивался. Будь это спор материальный между мужем и женой, или же спор в взаимоотношениях воспитания детей, которые остаются уже или с отцом, или с матерью, кто что должен делать. Есть очень много вопросов, которые возникают из-за того, что люди просто не понимают, не знают законов шариата, законов ислама. Очень большой ошибкой является то, что люди совершают какие-то действия, не проконсультировавшись, не зная, что это влечет за собой. Даже вопрос, начиная с момента сформирования семьи еще, если бы мужчина или женщина, которые собираются создавать семью, получали какие-то знания в этом направлении, что они должны, какие у них права, обязанности по отношению к жене или к мужу, что они должны дать этому обществу, что с них Аллах будет спрашивать. Эти нормы, если бы они как-то обучали, знали, что было бы намного проще. Но люди, как говорится, они садятся за руль машины и говорят, поеду там научусь. Или на велосипед садиться, как поеду, буду учиться по ходу. Так не получается. Ты какое-то представление должен иметь о семье, о взаимоотношениях, для того, чтобы не совершать ошибки, а потом стучаться лбом об стену и потом думать, почему я так стукнулся. Ты знаешь, что стена является крепкой, ты если подойдешь близко, ударишься, тебе будет больно, уже как-то воздержаться от этого. Семья — это в действительности очень хрупкая вещь. Она от того, что ты вышла замуж или ты женился, не создается в этот день. Семью создать надо. Свадьба является попыткой начала создания семьи только. Это не семья. Для того, чтобы семья стала семьей, там нужно пройти через огонь и воду во всех отношениях. Это мужчина и женщина должны уже мысленно друг друга понимать. Даже не на разговорном уровне, на мысленном уровне должны уже друг друга понимать. Вот в этом случае она уже стала семьей. А чтобы до этого дойти, надо не один пуд соли съесть.